По адресу Профсоюзная, дом 19 или по телефону 200 10 65. Казанцам показали село Степанчиково и его обитателей. Этот спектакль привез Малый театр. В его гастрольной афише сразу несколько премьер, в их числе и эта постановка по Достоевскому. Над своей повестью классик трудился 2 года. Труппа Малого театра чуть меньше. Трагикомедию видела Маргарита Петрова. Был капитализм, затем социализм. Социализм кончился, начался опять капитализм. А это же то же самое. Вот и пьеса, написанная в XIX веке, актуальна и сегодня, уверены в театре. Хотя поначалу кажется, что на сцене сущий фарс. К игре здесь располагает даже пространство сцены. Так подмостки обрамляют 2 полукруглые лестницы. Наверху глобус. Не зря же у Достоевского село Степанчиково – это маленькая модель большого государства. Есть и пустослов, и слеповерящий ему народ. Обитатели Степанчикова уверены, Фома Фомич им необходим, он благодетель. Вот и заронил я в вас искру того небесного огня, который горит в вас. Заронил. В роли диктатора Василий Бочкарев. На сцене почти все 3 часа действа. Негодует, лицедействует и одурманивает в финале даже здравомыслящих героев спектакля. Все-таки это написанный персонаж как черт, играющий человека, то надо было найти возможность от него отделиться. Это, так сказать, немножко игра в маску, но имеющая определенный внутренний психологический разбор. И вот этот вот момент дистанции между тобой и персонажем, он и дает тот момент легкого проникновения в сегодняшнего зрителя. Конечно, от зрителя тоже очень многое зависит, потому что зритель порой совсем по-разному реагирует в разных местах. И где-то ему весело, где-то ему грустно, и ты не знаешь каждый раз тоже, чего ждать и от зрителя. У вас в Казани очень доброжелательный зритель, очень терпеливый. Спектаклю всего 4 месяца. В Казани он прошел с аншлагом. Свою популярность эта история обрела лишь после смерти Достоевского. А Василий Бочкарев уверен, только через трудности можно прийти к истине. 1000 раз меня убеждали в этом. Маргарита Петрова, Лилия Миндубаева, ТНВ, Казань. Таковы наиболее